Беззаконие. Өзүңүз сот болуп, өзүңүз тергөөчү болосузбу же кандай? Өзүм эле кууп чыгам ошол бойдон. Бизнес. Трайбализм. Алдага аферист, алдаталастык. Недовольные пациенты. İlacımız yok, bir yerden başka yere alıp para almayız. Врачи. Служебный роман. В итоге слабейшая медицина. Скандалы вокруг министра здравоохранения Аламкадыра Бейшеналиева все не утихают. Мы собрали некоторые документальные сведения о его проделках и вспомним казусные ситуации. Бир дагы катыма жооп ала элекмин 1,5 жылдан бери. Директор строительной компании «Капитал Билдинг ЛТД» Дусчан Сайрамбаев вот уже год просит министра выплатить долг в размере свыше 85 миллионов сомов. Ремонтные работы старого корпуса урологического отделения нацгоспиталя велись за счет собственных средств компании в октябре 2020 года. Сейчас на 80% завершены. Работа выполнена на отлично, комментировал журналистам главврач нацгоспиталя Токтобай Манаев. Отмечается, что Госстрой внес объект в список капвложений на 2022 год. Представляем реальное заключение независимого эксперта о стоимости выполненных строительно-монтажных работ по объекту. Сметная стоимость строительно-монтажных работ – 85 миллионов 594 тысяч 150 сомов. Стоимость выполненных работ по акту – 55 миллионов 968 тысяч 503 сома. Приобретенные строительные материалы и оборудование, находящиеся на складе – 11 миллионов 699 тысяч 270 сомов. Всего стоимость работ с приобретенными материалами – 67 миллионов 667 тысяч 773 сома. Задолженность Минздрава – 67 миллионов 667 тысяч 773 сома. Остаточная стоимость строительно-монтажных работ – 17 миллионов 926 тысяч 377 сомов. Мен бардык интервьюлерде айтып келатам, бул иштин башын министр өзү баштаган. Өзү баштап Садырнур Кожоевичтин атын сатты деп мен ачык айта алам. Эгер Садырнур Кожоевичтин аты аталбаса, мен бул ишке барат билем, барбайт билем, бул күмөн да. Анан иштер жазалып бүткөндөн кийин мен акча сурап баштаганда же болбосо кагаздар, иш кагаздары кандай нукта жүрүп атат деп такап сурап баштаганда мунун калпын сезип калып атын кубалап мына жете албай келатам да. Анан бул киши мына президенттин мен силерге көрсөтпедим колун. Ошол жерде мен алтын балалыкты 12 миллион 514 миң 718 долларга бүтүрүп берем дегенде бул киши мындай ниети бузулуп кетип өзүнүн баласын алып берип коет атпайбы? Ошондо бул киши азыр айтып атат, баа кымбаттап кетти, 20 миллион доллардан ашып калды депчи, алтын балалык. Анда азыркы мамлекеттин саясаты какталды, экономия деген. «Капитал Билдинг», возглавляемый Сайрамбаевым, имеет большой опыт строительства и ремонта объектов. В связи с проведением саммита ШОС компания построила ряд объектов госрезиденции, а также много лет выполняла протокольные строительно-ремонтные работы при управлении администрации президента. Кроме того, успешно провела капремонт здания ЦСМ номер 4 в Токмаке в октябре позапрошлого года. Тогда же министр попросил Сайрамбаева начать работу здания урологического отделения, пообещав, что чуть позже через главу государства решит вопрос финансирования. Врачи, эксперты и пациенты сетуют, что в системе здравоохранения наблюдаются массовые незаконные увольнения опытных врачей. Идет реорганизация. Травматологияда жатабыз 3-чү этажда, 3-детский отделение ортопедияда. Эми азыркы учурда бизде аябай эме болуп атат. Мен неберемди алып жаткам негизи. Бизге кыйынчылык болуп атат, ушу буларды көчүрүп атат да. Эртеңки күнгө бул жерден кетишибиз керек экен. Биз балдарыбызды кайсыл жакка алып барып дарылатабыз? Жалга көчүрүп атат, бирок ушундай шарт болобу жалда? Көпчүлүгүн албай атат. Отделение жоюлат деп. Эшиктин алдында зарыгып күтүп отуруп кеткендери канча. Анан эми бир балага операцияны мисал үчүн бир эле балага 5 жолу операция жаза турган болсо, меники мисал үчүн 2 жолу операция болду, эми дагы этап менен жазала турган болуп атат. Буяктагы врачтарыбыз кетип калса, көбү кетип атат да. Balam invalid. 1-ci gruppa. Men başka жерге бара албайм. Жашым 60-та. Өзүм оручамын.
İlacı болса калтыргыла, силерден сурам. Реорганизация маммологического отделения на Центр онкологии. Более 1000 человек, а это и врачи, и пациенты. Они просят президента сохранить медучреждение. Один из докторов из-за стресса попал даже в больницу. Уволили врача, травматолога с должности заместителя травматологическим отделением Токмакской больницы и ряд других медиков. О том, что идет полное разрушение медучреждения, заявила эксперт по доказательной медицине Бермет Барктабасова. Министр вцепился мертвой хваткой в Токмакскую больницу и сам соконился. И Токмакскую больницу соконетил. Вот теперь последствия его реформ и оптимизации здравоохранения – полное разрушение процветающей до того больницы. Уже спасать надо больницу от самоуправства и разрушения. Министр уволил опытных директоров городской детской клинической больницы скорой медицинской помощи и Бишкекского научного центра травматологии и ортопедии, в том числе нескольких врачей из Таласа. Кстати, к таласским у главы Минздрава почему-то предвзятое отношение. Алда Хафирис, алда Таластык. Алымкадыр Бейшаналиев ранее являлся соучредителем и председателем общественного религиозного объединения Чечей, по тому же адресу открыл микрокредитную компанию «Бейморал». Лицензии у компании не имеется. Также Бейшаналиев был учредителем школы комплекса «Арчабишик», где обучение стоит 27 тысяч сомов. После публикации этой информации в СМИ вышел из состава учредителей. Бейшаналиев владеет компанией «Особ Париж-Ко», которая занимается продажей и арендой коттеджей в селе Чоктал на Иссыкуле площадью 15 гектаров, а также недвижимым имуществом в селе Бустыри Иссыкульской области. Мар Бейшаналиев – сын. Он руководитель ОСО «Драйв». Кульматова Замира – супруга. Она является учредителем ОСО Париж-Ко и ОСО «Драйв». На нее оформлены 3 квартиры в одном жилом комплексе по адресу микрорайон Джал, 29. По тому же адресу на жену оформлена другая квартира в другом комплексе. Еще одна квартира по адресу микрорайон Джал, 23. На этом еще не все. Министр оформил на супругу квартиру по адресу улица Исакеева. У Кульматова имеется земельный участок в селе Бустыри Иссыкульской области. Салтанат Бейшаналиева, дочь, сейчас числится заместителем микрокредитной компании «Бейморал». Джолдошева Чолпон – коллега по цеху, с которой у министра близкие отношения. На нее оформлены квартиры по улице Шевченко, Исанова, Малдыбаева. Сейчас почти завершилось строительство жилого дома по улице Мурас Плюс, куда министр поселил Джолдошеву. Чолпон Джолдошева сейчас работает в отделении нацгоспиталя. Kultur içi gerek. Çay içken deli oturup alır. Ну и как без аконита? Все хорошо знают, как Бейшаналиев опозорил кыргызскую медицину, рекомендовав лечить пациентов от ковид иссыкульским корнем, смертельным ядом. Депутаты парламента тогда подняли вопрос об увольнении министра из-за призыва лечить население аконитом, который вызвал угрозу здоровью населения. Dünya gülüp atatdı. Siz özüңүздү уят кылбай, бүт элди уят кылдыңыз. Бул бизге удар болот. Siz bir gün жұмыстан кетіп пенсияға шығып аласыз, бирок биздин парламентке Кыргызстан элине удар болот. В Министерстве образования заявили, что Минздрав не может закрывать образовательные учреждения в медицинской сфере. И его начальник управления лицензирования и аккредитации Минобраза Ширбек Султанбеков заявил Клоп Кейджи, что всего в стране 23 медвуза, из которых 6 государственных. Султанбеков отметил, что у Минздрава нет полномочий закрывать учебные заведения, так как соответствующие лицензии выдает Министерство образования. В случае трехкратного нарушения лицензионных требований подается иск для рассмотрения вопроса об аннулировании лицензии. Законодательство не позволяет их просто так закрыть. Действие лицензии прекращается, если учебное заведение само прекращает свою деятельность или по решению суда. Минздрав не обращался к Минобразу по поводу закрытия частных медицинских учебных заведений. Это последний зашкварный случай министра. У входа в клинику микрохирургии глаза Алмаза Исманкулова Минздрав выгрузил песок. Таким образом, министр здравоохранения решил закрыть частную клинику. Мэрия менен сүйлөшкөндө жана договорду түзгөнбүз да. Алар суранган бизден, алардын планы бар да.
план по доходам. Анан декабрь айында суранган мүмкүнчүлүгүңөр болсо, анча-мынча көбүрөөк акча төлөсөңөр предварительно. Ошол биз 1-июнга чейин акчасын төлөп койгонбуз мэрияга. Алар менен отношениясы абдан жакшы. Биз акча төлөп атабыз да, 2,5 миллион сом. Ал чоң эле акча да. Бирок январь айында эч кандай кат жок. Бүгүнгө чейин министерстводан бир да кат келе элек. Анын телевидениеде угуп атабыз. Эртеси күнү кетсин, 3 сааттын ичинде кетсин. Мен сотко ишенбейм. Какое там правовое государство? Азыр кыргызча эле жигиттерди чогултуп туруп азыр тепкилеп чыгарасыз. Ал биз мыйзам барбы, жокпу? Мыйзам жок болсо анда мамлекет жок да. Он лопух. То есть и Эрс Хашимович лопух? Вот герой Кыргызстана Виталий Павлович знает, как он ведет себя. То есть вы считаете, что Эрс Хашимович лопух? То есть вы его, вот человека, который... Вы его назвали лопух? Лопух. Обвинить Эрста Хашимовича в том, что он не любил кыргызов, в том, что он их чморил там и как-то к ним плохо относился, это вообще утопия. Это смерти подобно. Сколько вот сейчас кыргызов может сказать, да он мне спас жизнь, да я ему руки готов целовать и прочее. Мы можем сегодня сказать, что это у нас, что за правительство, это кто нами правит. Это что, не могут найти, значит, управу на этого распоясавшегося чиновника? Ассаламу алейкум. Тетиги плакат үчүнчү башыңды кесип туруп бетиңе тыгамда эмичи азыр келип алып кетпесекчи. Жібердіңіз бе балдарды бірге? Сөйлештің бе балдарыңызға? Иә. Сіздерде жіберген балдарыңызбен сөйлештім? Сүйлөшпөйлө го сеничи. Көтүңдү башыңды кесип туруп көтүңө тыгып кетем мен кийин эле. Сен ким экенин билбей турбайсың да. Азы бар өзүң алып кой да. Бир министр өлкөнү өзү билгендей кылып башаламандык кылып атат дагы. Өзүм билендик кылып, мыйзамдын барына түкүрүп коюп кылып атат. Силер он чыкпай гана карап отурасыңар. Бул деген мамлекеттин институционалдык пайдубалынын урашына силер кайдыгерлик мамиле жасап атасыңар деген ойду айтып кетмекчимин. Урматтуу Шуаканит мырзанын кадамдарын колдогон адамдар окугулачы, билим алгылачы, тереңирээк карагылачы айланайындар. Минтип кош колдоп отура берген болбойт. Бул мыйзамсыздык, бул кылмыш, бул биздин келечегибизге түкүрүп кайдыгерлик караганды билдирет. За период его, получается, деятельности министра, что изменилось, что повлияло на качество именно обслуживания населения? Ничто не повлияло. Я очень много вижу, я очень много хожу и наблюдаю, что как была раньше медицина, еще до пандемии, во время пандемии и после, так и происходит. Как ходят люди делать компьютерную томографию в частных учреждениях, так и ходят. Нету, еще до сих пор не завезли элементарную томографию, которая в пандемию показала, что она была очень сильно нужна. Почему именно элементарные вещи министерство не может это сделать? В последнее время активисты, врачи и граждане выходят на акции протеста из-за возмущения на беззаконные действия министра. Однако со стороны правоохранительных органов видим только бездействие. И возникает вопрос, кто он, Алымкадыр Бейшаналиев?